Слушай внимательно, моя дорогая, я хочу поделиться с тобой чем-то важным. Есть люди, которые видят вашу внутреннюю красоту, которая сияет в темноте, как сверкающий драгоценный камень. Они ценят доброту вашего сердца, силу вашего духа и теплоту вашего сострадания. Но, к сожалению, есть и те, кто тебя унижает, прикрывает твою красоту плохими словами. Примите свою истинную сущность и погрузитесь в видео, чтобы впитать послание любви к себе и расширение возможностей. Учтите, что такого рода комментарии могут оказать существенное влияние на вашу самооценку, ваши отношения и общее благополучие. Они могут вызвать неуверенность, сомнения и неадекватность, которые могут оказать существенное влияние на ваше психическое здоровье и благополучие. Кроме того, они могут испортить ваши отношения с другими людьми, если вызывают напряжение или дискомфорт. Наконец, вы можете чувствовать тревогу и уязвимость из-за пристального внимания к вашему телу и внешности. Однако у вашего ангела есть для вас трогательное послание. Прежде чем мы обсудим тех, кто говорит о вашем теле за вашей спиной, они хотят, чтобы вы знали кое-что важное. Они видят, что другие могут ранить вас своими словами, и хотят помочь вам понять их мотивацию. Так что найдите время, чтобы послушать, что говорят ваши ангелы. Они здесь, чтобы провести вас. Посмотрите в зеркало и заполните пробелы «Я ненавижу свою». Какую часть тела ты сейчас ненавидишь? Будь то бедра, живот, пах или шея, развить любовь к своему телу легко. Требуется нечто большее, чем просто позитивное утверждение или воодушевляющее послание об образе тела. Но это возможно, особенно если вы большую часть жизни сравниваете себя с другими. Мысль о том, чтобы по-настоящему любить свое тело, может быть смущающей или даже невозможной, в то время как ненависть к своему телу настолько распространена. Однако важно знать, что ненависть не является естественной. Никто не рождается в ненависти. Слушай внимательно, моя дорогая. Ангелы хотят, чтобы вы нашли в себе что-то особенное. Они видят вашу красоту, даже если другие этого не делают. Как женщина, вы обладаете уникальными и неповторимыми сильными сторонами. Это не вопрос соответствия правилам или общественным стандартам красоты. Нет, речь идет о том, чтобы принять то, кем вы являетесь, и принять магию внутри себя. Твои руки, твоя талия, твоя походка, твои губы – все это часть твоей индивидуальности. Когда вы входите в комнату уверенно и грациозно, вы вдохновляете окружающих своим присутствием. Мужчины могут пытаться понять, что вас в вас привлекает, но они не понимают вашего секрета. Это то, как вы себя держите, огонь в ваших глазах и теплота вашей улыбки. Вы богатая женщина, и это нечто особенное. Поэтому не позволяйте никому заставлять вас чувствовать себя маленьким или недостойным. Поднимитесь и гордитесь, будьте непорочны. Ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, что вы особенная женщина, и это стоит отпраздновать. Примите свою уникальность, примите свою силу и уважайте свою красоту. Слушай внимательно, дорогая, у твоего ангела есть для тебя послание. Не забывайте наносить крем на ночь и бороться с неприятными морщинами. Не увлекайтесь покупкой всех продуктов, которые обещают обратить старение вспять. Это все равно, что готовиться к борьбе со временем, изо всех сил стараться сохранить кожу гладкой и молодой.
Но позвольте мне сказать вам кое-что. Настоящая красота исходит изнутри, какими бы кремами и лосьонами вы ни пользовались. Это желание оставаться вечно молодыми говорит красноречивее всяких слов о давлении, которое общество оказывает на нас, чтобы мы выглядели определенным образом. Это показывает, насколько мы не уверены в себе с возрастом и на что мы готовы пойти, чтобы сохранить свою внешность. Просто подумайте, вы хотите, чтобы ваша кожа на фото была как можно более крутой. Но вот в чем дело, в то время мы не наслаждались радостью детства. Вместо этого мы проводим молодость, глядя в зеркало с недовольством, пытаясь скрыть то, что видим. Мы скрываем свою красоту, не осознавая, насколько драгоценна наша молодая кожа. Представьте, что вы носите толстую маску и используете темный шоколад, экспериментируете с продуктами, техниками и дизайном, стремясь найти что-то, что удовлетворит вас, и всегда ищете подтверждения от других. Но позвольте мне сказать вам кое-что. Истинная красота исходит из глубины души, и никакое искусство и красота не могут заменить уверенность в себе и внутреннюю уверенность. Это похоже на то, чтобы застрять в цикле неуверенности в себе, постоянно экспериментируя с различными косметическими продуктами и способами чувствовать себя уверенно и привлекательно. Но вот в чем дело, что бы вы ни делали, истинная красота сияет изнутри, а не от того, что вы наносите на свое лицо или тело. Мы охотно отдаем врачам свои драгоценные деньги, умоляя их резать нас и стричь в поисках внешнего совершенства. Но истинная красота, любовь моя, заключается в подлинности твоей души и сиянии твоей души. Мы указываем на свои тонкие черты длинными иглами, химическими инъекциями, которые меняют нашу внешность, делая нас похожими на самих себя и на роботов. И что это? Этот путь касается не только наших лиц, он показывает, в какой степени общество заставляет нас соответствовать определенным стандартам и как мы можем достичь этих стандартов, даже если это требует болезненного и опасного лечения. Мы доводим свое тело до предела, не едим до тех пор, пока не заболеет сердце, а в голове эхом звучит негативная мысль: «Ты толстый, ты толстый, ты толстый». И кто виноват, если близкие нам люди подтвердят эту мысль? Это показывает, что постоянное питание и критика нашего тела могут быть вредными. Он также показал, как общественное мнение о красоте может влиять на нас и заставлять совершать вредные поступки, пытаясь соответствовать этим стандартам. Эти слова напечатаны на наших рубашках. Мы надеемся быть сильными, но они шепчут, что у нас должна быть свобода есть. Это говорит о том, что общество посылает сообщение о физических упражнениях и диете, что вам нужно работать, чтобы добыть еду. Он критикует вредную идею о том, что мы должны достичь определенных физических целей, чтобы быть достойными еды. Мы тратим много времени и усилий на то, чтобы исправить свое тело, но, возможно, настоящая проблема не в этом. Возможно, то, что нужно исправить, находится в наших сердцах и умах. Нам необходимо вносить изменения, пока у нас не возникнут прочные любовные отношения между нашим телом и разумом. Ангел советует нам изменить свое мышление, говоря, что мы должны сосредоточиться на принятии себя и исцелении внутри, а не пытаться быть совершенными снаружи. Они хотят, чтобы мы сосредоточились на своем эмоциональном и психическом здоровье, говоря, что истинное счастье приходит от здоровых отношений с самим собой. Послушайте, друзья мои, мы, ангелы,
хотим поговорить с вами о важности любви к себе и принятия себя. Подумайте о том, как сильно вы любите свою семью и друзей. Почувствуйте эту любовь к себе сейчас. Будьте добры к своему сердцу, потому что именно здесь начинается волшебство любви к себе. Позвольте этой божественной любви войти в вашу жизнь и поверить в вас. Друзья мои, позвольте нам провести вас на пути к любви к себе и принятию. Мы знаем, что иногда это тяжело, но вы не одиноки. Давайте объединимся, будем добры к себе и примем такие, какие мы есть. Откройте свое сердце идее полюбить себя полностью таким, какой вы есть. Удивительно, как люди с тобой разговаривают. Они сказали что-то яркое и красивое внутри и снаружи. Они видят, что вы уверены в себе и не высокомерны. У вас дома непринужденный стиль, который одновременно веселый и захватывающий. Да, они видят вашу красоту в вашем добром сердце, в вашем сострадании к другим и вашей готовности помочь нуждающимся. Вы свет во тьме и делаете мир лучше. Ваша внешняя красота также поражает изяществом и элегантностью. Опять же, вы всегда среди лучших, вы гордитесь своей внешностью, но не позволяйте ей определять вас. Знайте, что красота – это только кожа, и самое главное – то, кем вы являетесь внутри. Это захватывающее время для личного общения. Ваша энергия возрастает, и внезапно вы становитесь звездой шоу. Вы справляетесь совсем легко и изящно, любите каждое мгновение счастья. Вы полны уверенности, юмора и обаяния, притягивая к себе людей, как магнит. И если кто-то попытается сделать что-то быстро, ты не боишься высказаться. Если кто-то говорит или делает что-то неуважительное, позвоните ему и отстаивайте то, во что вы верите. Спасибо за ваши достижения, да, так что продолжайте и покажите свою любовь, поставив лайк этому видео и нажав кнопку «Палец вверх», если оно вам понравилось. Бог хочет, чтобы вы знали, что люди увидят вашу значимость. Ваша работа может изменить мир к лучшему, и поверьте мне, она не останется незамеченной. Ты, мой друг, словно сияющая звезда, проявляющая силу и энтузиазм, куда бы ты ни пошел. Вы заслуживаете всей любви, уважения и благодарности, которые может предложить этот мир. Поэтому не стесняйтесь позволить своему свету сиять на пути вперед. Без сомнения, покажите свою красоту, силу и невероятную силу. Гуляйте уверенно, посмейтесь и позвольте своей индивидуальности сиять. И помните, не позволяйте никому ослабить ваш дух или затмить ваш внутренний свет. Поэтому, если вы согласны с этими взглядами, проявите свою поддержку, поставив этому видео палец вверх и нажав кнопку подписки, когда захотите. Разделение мыслей и разговоров в вашем уме определяет, как часто вы привлекаете свои мысли. Сосредоточение внимания на негативных мыслях и образах привлекает негативные вещи в вашу жизнь, а сосредоточение внимания на позитивных мыслях и образах приносит позитивные вещи. Мысли и образы вызывают положительный опыт. Будьте внимательны и думайте о чудесах в уме. Решив развивать их, вы демонстрируете сознательное решение развивать свой ум, заниматься спортом и сосредоточиться на большем страхе и укреплении веры. Это представляет собой ваш важный выбор, который освобождает много времени для вас и людей в вашей области. Направьте свою энергию на то, чтобы стать лучшей версией себя,
как показано в этом видео, и при необходимости увеличьте эти усилия. Бог говорит, когда мы сосредотачиваемся друг на друге посредством роста и развития. Вы также участвуете в общественном благе. Чем больше людей живут своей лучшей жизнью, тем лучше мир для всех. Так что не бойтесь инвестировать в себя. Это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать. Чтобы очистить себя и укрепить свой внутренний храм, исследование и творчество откроют для вас внешние награды. Ваш внутренний храм окружает ваш разум, тело и дух. Когда вы уделяете приоритетное внимание управлению этими вещами, вы открываете возможность получения выдающихся результатов. Этот уход дает вам больше энергии, сосредоточенности и творческих способностей, а также укрепляет вашу устойчивость к внешним вызовам. Поэтому забота о своем внутреннем храме открывает путь к физическому вознаграждению. И если вы согласны с этим сообщением, поддержите это видео, поставив лайк этому видео и спросив «Да». Сегодня Отец заявляет, что исчезают стыд и страх, мужество, отвага и вера. Благодать переносит вас в мир совершенной любви, потому что любовь никогда не угаснет. Он не разочарует вас. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Дорогая, через работу креста я вношу совершенную любовь во все аспекты вашей жизни. Эта совершенная любовь исполнит то, что ты мне доверил. Выбросьте из своего сердца все, что противоречит моим обещаниям. Поверьте мне, я веду вас к осуществлению ваших мечтаний и целей. Я не сказал «нет», или «я ненавижу тебя», или «я тебя ненавижу». Примите решение освободиться от оков иррационального страха и взять свою жизнь под контроль. Прошлые успехи созидания в вашей жизни – это начало многих времен. Готовы ли вы взять на себя столько продуктов, с которыми сеть не справится? Готовы ли вы своими словами и действиями нести ту же силу, что и мои слова и действия? Вы стоите на пороге нового уровня, новой встречи с благословениями, исходящими от креста. Эти ресурсы проявляются в вашем исцелении, духовном здоровье, отношениях и финансах. Возьмите этот сезон. Смело парите и окунитесь в богатство жизни. Я высвобождаю свое благословение, свою долю, и вы можете получить ее. Имейте веру, потому что, проявляя свою веру, вы инвестируете в государственные деньги, а это больше денег, чем есть в стране. Помни, что я всегда с тобой. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Это благословенное время, дитя мое. Возьми его живым, он твой. Поверьте мне, потому что я верен, чтобы выполнить все, что я обещал в вашей жизни. Сегодня, с момента возобновления любви и встречи со славой, в вашей жизни происходят чудесные перемены, танец роста и открытий. Слова Бога повторяются вам, как Адам и Ева, услышавшие Его голос в саду. Он приглашает вас искать Его для более глубоких отношений. Его голос отзывается в твоей душе, как вилы, приближая тебя к Нему. Подобно преданному пастырю, ведущему свое стадо в разных регионах, присутствие Бога всегда обеспечивает защиту, руководство и мир на жизненном пути. С умением и терпением Он всячески обращается с ними, без остановки ведя их к месту, где они смогут отдохнуть и обрести благодать. Эта прекрасная иллюстрация верного руководства пастыря показывает, как Бог ведет нас к водам медленной жизни.
Сегодня мы обращаемся к Богу как к нашему пастырю на пастбищах и в долинах. Подобно пастырю, который заботится о своих овцах, Бог хорошо знает нас, направляя нас через трудности к месту отдыха и обновления. В Евангелии от Иоанна 10 часов 14 минут Иисус называет себя добрым пастырем, гарантирующим свою заботу о каждом из нас. Он идет с нами даже в самые трудные времена, давая нам утешение и руководство. Во времена усталости Он ведет нас к отдыху и обновлению. Матфея 11, 28-29. Подобно пастырю, заботящемуся о своих овцах, наш Небесный Отец заботится о том, чтобы наши нужды были удовлетворены, и дает нам духовную пищу и руководство. В Его присутствии мы находим святилище и глубокий мир, представленные водой. Филиппийцам 4:7. Этот мир защищает наше сердце и умы в жизненных бурях. Спокойные воды не только создают спокойную обстановку для медитации, но мы также призваны быть зеркалом для самих себя внутри, чтобы соответствовать воле Божией. Плач 3:41 напоминает нам о важности размышления и примирения с Богом. Идя к этим водам, мы идем с нашим стойким пастырем, который укрепляет нас даже в самых темных долинах. Псалом 139, 7-10. Эта группа наполняет нас безопасностью и дает нам возможность уверенно противостоять вызовам. Теперь давайте посмотрим непосредственно на обновление воды. Бог приглашает нас полностью предстать перед Ним, глубоко испить из источника Его Духа. В этих живых водах мы находим истинную жизнь и находим силу, необходимую для решения сегодняшних проблем, с надеждой на неопределенность завтрашнего дня. Исайя 55, 1-2. Наше присутствие в присутствии Бога превосходит все, что может предложить мир. Этот духовный пир удовлетворяет самые сокровенные желания нашей души, обновляет наш разум и очищает нас внутренне. Римлянам 12:2. Когда мы находим непрерывную воду, наша точка зрения меняется, и мы входим в новое состояние веры и доверия. Когда мы руководствуемся Его словами и Его Духом, мы будем укреплены, обновлены и готовы противостоять всему, что нас ждет впереди. Представьте себе, что вы идете сквозь густой туман, где ваше зрение ограничено, а каждый шаг – это вопрос доверия. Это похоже на наше путешествие с Богом, путешествие в неизведанное, полагающееся только на Его руководство, а не на наш ограниченный разум. Сегодня я расскажу вам глубокую мысль о пути веры, не видя и не слыша. Я также буду сильно молиться с вами во имя Иисуса. Поэтому будь осторожен до конца и открой свое сердце, чтобы получить благословение этой молитвы, друг мой. У нас часто возникает искушение полагаться на то, что мы видим и что мы слышим в этом мире, но давайте возьмем мудрость Евреям 11:1, где говорится: «Вера есть верная надежда, проявление невидимого». Эта глубокая истина ставит нас посреди постоянно меняющихся течений. Он призывает нас доверять Божьему плану, даже если он находится за пределами нашего понимания или очевиден. Давайте ходить в вере, независимо от изменений в нашей ситуации и наших чувствах. Идя вместе, мы рассмотрим 7 новых идей, которые помогут нам идти по этому пути веры. Эти навыки укрепят наше доверие к Господу и помогут нам согласовать наше путешествие с Его святой волей. Во-первых, ходите верой, а не эмоциями.
Жизнь часто дарит нам бурю эмоций, а наши эмоции могут обмануть нас и увести на путь, отклоняющийся от Божьего замысла. История Илии в 3 царств 19 дает мощный урок в этом отношении. После Великой Победы у горы Кормил Илия разочаровался и испугался угрозы Изавели. Хотя он и видел Божью силу, то, что он услышал в то время, омрачило его веру. Это напоминает нам, что даже самые сильные из нас могут впасть в уныние, если слишком полагаться на свои эмоциональные реакции. В трудные времена давайте держаться истины в Псалме 56:3, в которой говорится: «Я всегда буду доверять тебе, я всегда буду доверять тебе». Этот отрывок говорит не только о нашем страхе, но и о нашей более широкой эмоциональной реакции. Оно учит нас, что наша вера не должна поколебаться из-за изменений в наших эмоциях. Вместо этого мы призваны основывать свои решения на верной любви к Богу, а не на наших эмоциях. Чтобы ходить верой и не слышать, нам необходимо научиться более глубокому пониманию и доверию Святому Духу. Это означает, что во времена страха, беспокойства или даже великой радости мы делаем паузу и примиряем эти чувства со Словом Божьим. Речь идет о понимании того, что эмоции являются частью нашего человеческого опыта, но не должны быть компасом, который направляет наши решения или нашу веру в Божьи обещания. Поэтому, пока мы находимся в жизненных трудностях, давайте искать мудрости и руководства у Святого Духа. Давайте научимся распознавать, когда нами управляют эмоции, и стоять в вере. Слушайте руководство Святого Духа и обращайтесь к молитве и священным писаниям за истиной, когда наши эмоции угрожают подавить нашу веру. Давайте помнить Илию и научимся возвышаться над своими чувствами, доверяя вечному замыслу Бога и Его бесконечной любви. Друзья мои, давайте постараемся поступать верой, согласно истине Слова Божьего, а не поддаваться влиянию временных и часто обманчивых эмоций. Поступая так, мы обретем мир и чистоту, основанные на любви и мудрости нашего Небесного Отца. Во-вторых, доверяйте Божьему выбору времени, а не нашему. Понятие времени часто сбивает нас с толку. Мы живем в мире графиков, сроков и мгновенного удовлетворения. В такой быстро меняющейся жизни ценность терпения может показаться забытой религией. В сфере веры бывают моменты. Когда мы размышляем над историей Ноя, мы увидим человека, который действовал не в нужное время, а во время Бога. Вера Ноя построила ковчег без облака на небе, поэтому он не полагался на то, что увидел или получил, а оно основано на Божьем обетовании. В этом контексте в Исаии 55:8 говорится: «Но мои мысли не твои, и твои дела не мои дела, говорит Иегова». Этот стих говорит не только о великом разуме Божьем, но и об идеальном времени. Постоянное послушание Ноя плохому делу преподает нам хороший урок об истинной непоколебимой вере. Часто наше путешествие разрушается из-за нетерпения и отсутствия доверия к Божьему выбору времени. Мы хотим, чтобы это произошло сейчас, поэтому забываем, что Божий план всегда совершенен, даже если он задерживается по нашим меркам. Принять Божье время значит принять время ожидания. Это предполагает осознание того, что наши непосредственные желания могут не совпадать с великим замыслом Бога для нас. Это ожидание не только мимолетно, это активное и преданное ожидание. Речь идет о подготовке наших сердец, развитии нашей веры
и о том, чтобы оставаться на Божьем пути, даже когда небо далеко. Доверие Ноя во время ожидания строительства ковчега перед лицом сомнений и насмешек является доказательством силы, которая приходит от веры в Божье время. Поэтому, когда мы живем, давайте постараемся проявить веру Ноя. Когда мы сталкиваемся с большими или маленькими решениями, давайте остановимся и подумаем о времени, которое запланировал Бог. Это изменение точки зрения не связано с производительностью, речь идет о согласовании наших действий с замыслом Бога. Во времена нетерпения и сомнений давайте вспомним о корабле, символе доверия и послушания совершенному Божьему плану, который ведет нас к более глубокому пониманию веры. Следующий урок – подчинить свою волю воле Бога. Иногда кажется, что наши желания и мечты планируют наш путь, но Божий план зовет нас в другом направлении. История Ионы ясно показывает эту битву. Иону призвали в Ниневию, но он сначала отказался от этой работы, потому что она противоречила его желаниям и мнению. Его путешествие, включающее необычайный опыт с гигантской рыбой, представляет собой внутренний конфликт, с которым мы сталкиваемся, когда наша цель противоречит Божьей цели. Когда мы думаем об истории Ионы, мы вспоминаем притчи 19 часов 21 минута, много помыслов в сердце человека. Этот стих учит нас приоритету воли Бога над нашими желаниями. Окончательное решение Ионы повиноваться Богу, несмотря на его первоначальные колебания, показывает, как важно представить план Богу, не доверяя его воле. Подчиниться воле Бога часто означает покинуть зону комфорта и столкнуться со страхом и радикализмом. Для Ионы путешествие в Ниневию было не только физическим путешествием, но и духовным изменением. Этот акт подчинения является признаком не слабости, а глубокой силы веры, веры в то, что наши желания должны соответствовать великой воле Божьей. Поэтому в своей жизни, если мы видим, что наши желания противоречат Богу, будем помнить о путешествии Ионы. Это призыв к размышлению и реформированию, напоминание о том, что конечная цель заключается не в удовлетворении наших потребностей, а в их согласовании с замыслом Бога. Устранение сомнений с помощью Божьей уверенности – это последний урок для нас. Сомнения – естественная часть нашего пути веры, они бросают вызов нашим убеждениям и могут привести к духовному росту, если обращаться с ними разумно. История Фомы, также известной как «Сомневающийся Фома», дает уникальный взгляд на эту проблему. После того, как Иисус воскрес из мертвых, Фому бороли сомнения, он не мог поверить, пока не увидел Иисуса собственными глазами. Его история является отражением нашей эпохи сомнений, когда мы ищем доказательства существования Бога и Его плана. Слова Иисуса Фоме в то время были очень радостными, как записано в Евангелии от Иоанна 20 часов 29 минут, где он сказал: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Этот стих не просто критика сомнений, но приглашение к глубокой вере, вере, которая верит в Божий план, даже если он не очевиден. Последнее свидетельство веры, которое Фома дал, когда увидел Иисуса, напоминает нам, что наше сомнение, когда мы представляемся Богу, может заставить нас быть уверенными в Его плане для нас. Устранение сомнений требует развития веры и доверия к Богу. Это включает в себя поиск Его через Его Слово, молитву и общение верующих. История Фомы учит нас, что сомневаться – это нормально. Вопросы или сомнения не должны отдалять нас от Бога,
но давайте принесем их Ему, и пусть Его истина направляет нас и укрепляет нас, когда мы сталкиваемся со своими сомнениями. Давайте поддержим путь Фомы от сомнения к вере. Давайте воспринимать наши сомнения не как препятствие, а как лестницу к более глубокому пониманию и доверию к Божьему плану. Когда мы ищем ответы, давайте всегда будем открыты тому, как Бог открывает свою волю и планы на нашу жизнь. Принятие перемен под руководством Бога часто является важной частью соответствия Его плану. Обращение Савла в Павла является одним из примеров этого. Сначала Саул преследовал христиан и увидел большие перемены в жизни Дамаска. Это не просто перемена в сердце, но полная перемена цели его жизни. Благодаря силе Божьей, направлявшей его, обращение Павла, как его позже стали называть, полностью соответствовало воле Бога. Как он сказал в Галатам 2 часа 20 минут, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Это глубокое заявление показывает важность принятия Божьего плана. Это значит отпустить свое старое «я» и позволить Богу изменить наше поведение и волю согласно Его воле. Стойкость в вере, несмотря на трудности, часто сталкивается с трудностями и испытаниями. Эти времена проверяют наше терпение и приверженность Божьему плану. История пророка Иисуса Навина – прекрасный пример непоколебимой веры в страданиях. Иисус Навин был призван жениться на неверной женщине Гомери в знак любви Бога к неверному Израилю. Этот трудный путь не демонстрация неудач, а проявление глубокой самоотверженности и неизменной любви Бога. Жизнь Иисуса Навина напоминает нам Иакова 1 час 12 минут, где говорится «блажен человек, переносящий искушение». Этот стих описывает красоту терпения. Терпеть испытания на нашем пути веры – это не молчаливое страдание, а твердое доверие Божьему плану, даже когда Он приведет нас к трудным и непостижимым путям. Жизнь Авраама хорошо иллюстрирует хождение верой, а не видением. Когда его призвали покинуть свою страну и отправиться в неизвестную землю, путешествие Авраама было основано на вере в обетование Божие, даже если он находился далеко и его нельзя было найти. Он верил в Божьи обещания детей, хотя был стар и был готов принести в жертву своего сына Исаака, потому что доверял Божьему плану больше, чем предполагал. 2 Коринфянам 5:7 похоже на жизнь Авраама. Мы ходим верою, а не видением. Этот принцип объясняет наш христианский путь. Он основан не на видимых доказательствах, а на уверенности в Божьих обетованиях. Готовность Авраама войти в неизведанное и его доверие Слову Божьему являются для нас прекрасным примером. Ходить верой, а не видением, означает доверять Божьим обещаниям, даже если они противоречат нашим мыслям или нашей системе. Это значит отказаться от потребности в визуальных доказательствах и положиться на верность слова Божьего. Путешествие Авраама, полное смятения и излишеств, является свидетельством того, что вера – это не прямой путь, это шаги, сделанные с доверием и послушанием. Поэтому, когда мы отправляемся в религиозное путешествие, давайте вдохновляться примером Авраама. Давайте с верой примем неопределенность и трудности, потому что мы знаем, что наше видение ограничено, но видение Бога безгранично. На каждом шагу, в каждом решении давайте поступать верой, держаться Божьих обетований и следить за тем, чтобы Его план для нас был совершенен и Его время было совершенным. Теперь всем, кто слышит мой голос, помолимся Господу.
Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы получили все благословения этой молитвы. Помолимся Богу милостивому и любящему, Отцу нашему Небесному, всемогущему Богу, Ты могуч и славен. Слава Твоя наполняет небеса и землю. Ты вечная скала, я великий, прошлое, настоящее и будущее. Ваша мудрость несравненна, и ваша сила несравненна. Всякое колено преклонится пред Тобой, и всякий язык исповедает, что Ты Господь. Прославляю имя Твое, ибо Ты достоин всякой славы, чести и похвалы. Я благодарю Тебя, Отец, за множество благословений, которые Ты делаешь в моей жизни и жизни моих близких. Спасибо за Твою бесконечную любовь, бесконечную доброту и милосердие, которые приветствуют меня каждое утро. Твоя истина – мой щит и щит. Спасибо за то, что Ты всегда был моим проводником, утешителем и надеждой во времена сомнений. Прости меня, Господи, когда я уповаю на свое знание, когда моя вера слаба, и я хожу видением. Прошу у Тебя прощения, очисти мое сердце от всякой несправедливости. Я также прощаю тех, кто обидел меня, я прощаю весь гнев и боль. Но в прощении есть свобода и покой. Могучим именем Иисуса я заявляю, что хожу верой, а не видением. Я запрещаю всякому духу сомнения, страха и замешательства. Я связываю все влияния, противоречащие Твоей воле, в своей жизни и ищу мудрости, света и понимания. А Господь, я верю в Твои благословения. Ты мой кормилец, и я исполняю Твое обещание, я восполнил свои нужды по преуспеванию и славе во Христе Иисусе. Дай мне ежедневную и повседневную пищу. А Небесный Отец, я прошу Тебя протянуть свою исцеляющую руку, чтобы коснуться меня и моих близких, принести исцеление и мир во все места, где мы нуждаемся в исцелении от Бога. Я молюсь, чтобы мы сопротивлялись всем атакам врага, будь то наше здоровье, наш разум или наш дух. Господи, защити нас от всякого зла, защити нас под сенью крыл Твоих. Спаси нас от всякого зла, веди нас от испытаний. А Господь, я прошу Твоих благословений на мою жизнь и жизнь моих близких. Когда я молюсь этой молитвой со всеми, кто меня слушает, я благодарен за все сердца, которые открыты для вас прямо сейчас. Мы согласны, мы едины в своем желании следовать Вашему плану и цели нашей жизни. Направляй нас, Господь, когда мы сталкиваемся с жизненными проблемами и решениями. Помоги нам принять Твою волю, преодолеть наши сомнения и порадоваться исполнению Твоего божественного замысла. Господь, излей на нас свой дух, наполни нас мужеством и силой, чтобы противостоять грядущему. Давайте, как Авраам, доверимся Вашему обещанию, даже если оно кажется далеким. Помоги нам выстоять в испытаниях, зная, что Ты очищаешь нас для великой цели. Пусть наша жизнь станет доказательством доверия к Твоей любви. Во имя Иисуса мы заявляем, что ходим верой, а не видением или слухом. Мы заявляем, что все работает на нас, а не против нас. Никакое оружие, предназначенное для борьбы с нами, не поможет. Да будет воля Твоя в нашей жизни, как и на небесах, потому что Твое есть царство, сила и вечная слава. Я благодарю Бога, что Вы услышали наши молитвы. Во имя могущественного Иисуса я молюсь. Аминь. Представьте себе, что вы отправляетесь в путешествие по неизведанной территории, где каждый шаг вперед – это акт веры, а каждый вздох
шепот надежды. Это путешествие не отмечено захватывающими видами на горные вершины или бескрайние океаны. Но во внутренней борьбе, с которой мы сталкиваемся, мы отмечены периодами неуверенности, страха и сомнений, которые заполняют наш путь. Однако именно в этот момент проявляется более глубокая истина, маяк, дающий надежду во тьме. Бог о нас — это компас, который ведет нас, свет, освещающий наш путь, и сила, которая продвигает нас вперед. Сегодня мы подумаем, как нам найти силу в Господе и поверить, что Он никогда не оставит нас. Я также буду сильно молиться вместе с вами во имя Иисуса, так что смотрите до конца и откройте свое сердце, чтобы получить благословение этой молитвы. В Исаии 41:10 мы находим обещание, которое Он дал нам: «Не бойтесь, ибо я с вами, не бойся, ибо я твой Бог. Я укрепил тебя, спас тебя и вел тебя десницей праведности моей». Этот стих не просто обнадеживающая мысль, это сама основа Божьего обещания, данного нам, уверенность в том, что каким бы ни было путешествие, мы не одиноки. Мы вместе найдем, как справиться с сомнениями в жизни, укрепляясь знанием того, что присутствие Бога всегда с нами. Сейчас, идя по жизни, мы часто сталкиваемся с ситуациями, которые проверяют нашу веру и решимость. В эти времена, полные неопределенности, у нас может возникнуть ощущение, будто мы идем в глубоком тумане, каждый шаг неопределенен, каждое решение полно возможных ошибок или возможных ошибок. Однако в это время слабости Божье обещание быть с нами, направлять нас и ободрять нас более уместно. Жизненный путь неопределенен, мы сталкиваемся с, казалось бы, непреодолимыми проблемами, кажущимися нерешенными проблемами и вопросами, на которые нет ответов. Именно тогда, когда нас окружает туман неуверенности, тяжесть нашей слабости становится более очевидной. Однако именно в эти моменты по-настоящему сияет сила Божьего присутствия. История Давида и Голиафа, рассказанная во дни царств 17 часов 45 минут, является ярким напоминанием об этом факте. Столкнувшись с великаном, Давид сказал: «Вы приходите ко мне с мечами, копьями и копьями, но я прихожу к вам во имя Господа Саваофа, Бога воинства Израилева, куда вы пошли». Акция протеста. Уверенность Давида исходила не от его способностей, а от его веры в силу Божью. Как и Давид, мы призваны противостоять гигантам в нашей жизни без страха, но с уверенностью, что Бог с нами, давая нам силы, необходимые для победы. Этот ленивый жизненный путь – это не просто путешествие, это путь общения с Богом как с нашим постоянным другом. Его обещание быть с нами – это не просто обещание присутствия, но обещание сильной поддержки. Во времена слабости оно придает силы, во времена сомнений Он дает веру, и в трудную минуту Он дает покой. В послании к Филиппийцам 4 часа 13 минут содержится прекрасное утверждение: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Этот стих является свидетельством Божьей силы изменить нашу жизнь, напоминанием о том, что с какими бы трудностями мы ни столкнулись, у нас есть способность преодолеть их не своими собственными силами, а силой, которую дал нам Христос. Столкнувшись с сомнениями в жизни, давайте помнить, что мы идем не одни. Сомнения и страх могут время от времени блокировать наш путь, но свет Божьего присутствия является постоянным проводником, Его Слово – нашим проводником, а Его сила – фундаментом, на котором мы можем построить нашу устойчивость.
В этом путешествии давайте приблизимся к Богу и будем искать Его руководство и силы на каждом шагу. Будем полагаться на Его обещание, что Он будет с нами, укрепит нас и поможет нам. И если мы сделаем это, давайте утешаться осознанием того, что с какой бы проблемой мы ни столкнулись, мы идем со всемогущим Богом, который не оставляет нас. Теперь давайте посмотрим на влияние Божьей благодати и руководства, и на то, как Его присутствие дает нам силы, чтобы с уверенностью противостоять жизненным трудностям. Когда мы идем по жизни, нам часто кажется, что мы идем по огромной, неизвестной пустыне. Земля неровная, дорога не обозначена, а пункт назначения кажется далеким. Именно в эти времена сомнений и борьбы присутствие проводника может иметь решающее значение, проводника, который не только знает путь, но и идет с нами, обеспечивая поддержку, ободрение и руководство. Это Божье руководство и Его обещание быть с нами является доказательством Его постоянной поддержки. Рассмотрим слова Римлянам 8 часов 31 минута, в которых смело говорится, что нам сказать об этом. «Если Бог с нами, кто может быть против нас?» Этот стих не просто риторический вопрос, это декларация помощи Божией. Он заверил нас, что если Бог на нашей стороне, проблемы и враги, с которыми мы сталкиваемся, теряют над нами свою власть. Наполним наше сердце ощущением, что с нами Творец неба и земли. Когда мы идем смело и уверенно, эта простая истина имеет решающее значение. Это означает, что с чем бы мы ни столкнулись, мы не сдаемся, потому что наш Бог сильнее нашей борьбы. Зная это, мы можем противостоять всему, понимая, что с Богом мы всегда находимся в позиции силы. Эта уверенность помогает нам сохранять стойкость, что бы ни случилось, и верить в то, что мы не одиноки и не беспомощны. Что ж, эта уверенность, которую дал нам Бог, не означает, что Он сказал, что в нашем путешествии не будет никаких проблем. Скорее, это напоминание о том, что, сталкиваясь с препятствиями, мы преодолеваем их не в одиночку. Наша война ведется силой Бога, и победа, о которой мы говорим, это победа. Как опытный проводник ведет нас по коварному пути, так и Бог ведет нас, давая нам свою мудрость и силу для преодоления жизненных проблем. Применение этой истины можно увидеть в нашей повседневной жизни. Когда мы сталкиваемся с решением, которое приводит нас в замешательство, Божья мудрость может направлять нас. Когда мы сталкиваемся с ситуациями, которые нам угрожают, Его силы достаточно, чтобы защитить нас. А когда мы чувствуем себя одинокими или покинутыми, Его присутствие является постоянным спутником, обеспечивающим комфорт и покой. Но как мы можем получить эту поддержку от Бога? Наши отношения с Богом – это самое важное. Так же, как важно общение между путешественниками и их проводниками, важны и наши отношения с Богом. Молитва – это то, как мы выражаем свои страхи, надежды и потребности. И изучая Его слова и руководство Святого Духа, мы узнаем Его природу, Его обещания и Его волю для нашей жизни. Кроме того, путь веры требует доверия Божьему выбору времени, Его обещаниям и Его характеру. Это доверие, которое со временем строится посредством вещей, свидетельствующих о верности и благости Бога. Каждое преодоленное испытание и каждая нужда рассматриваются как важный шаг на пути нашей веры, укрепляющий наше доверие к Богу и Его дарам. Это путешествие, хотя и личное, но и совместное. Как верующие,
мы являемся частью сообщества веры, семьи товарищей, которые идут с нами. Это сообщество поддерживает, ободряет и обнадеживает, напоминая нам, что мы не одиноки на своем пути. Размышляя об уверенности в том, что Бог с нами, давайте также подумаем о реакции, которая нужна каждому из нас, реакции веры, доверия и послушания. Благодаря этому ответу мы признаем полную поддержку и руководство Бога в нашей жизни. Итак, давайте будем уверены, что Бог с нами. Пусть эта истина успокоит нас во времена сомнений, укрепит нас во времена слабости и направит нас во времена суда. Но если Бог с нами, нам нечего бояться. Теперь мы обратим наше внимание на преобразующую силу присутствия Божьей силы в нашей жизни. В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся со всевозможными трагедиями, временами, которые проверяют нашу веру, бросают вызов нашей решимости, а иногда и угрожают сокрушить нас. В это время проявляется глубина истинного доверия Богу. Осознание того, что одной нашей силы недостаточно, приводит не к отчаянию, а к приглашению полностью довериться силе, которую дает Бог. Эта надежда на Божью силу не признак слабости, а подтверждение понимания, в чем заключается наша реальная сила. Об этом факте очень напоминают нам слова апостола Павла во 2 Коринфянам 12, 9-10. Он сказал: «Моего присутствия достаточно для тебя, но моя сила полна слабости. Поэтому я наслаждаюсь немощью, стыдом, нищетой, гонениями и страданиями за Христа. Но хоть я и слаб, я лучше этого». Это, казалось бы, противоречивое утверждение показывает истинную силу христианина. Мы хвалимся не своей силой, а силой Божией. Наши неудачи и препятствия. Принятие силы Божьей требует изменения лица. Это означает, что мы смотрим на возникающие перед нами проблемы с верой и верим, что нет такого препятствия, которое Бог не мог бы преодолеть. Это изменение не устраняет нашу реальность, но помещает ее в контекст великой силы и воли Бога. Признание того, что наш жизненный путь не единственный, который мы совершаем, кроме как с Богом, который дополняет и завершает наши усилия силой Бога. Эта связь с Богом дает нам возможность подойти к жизненной борьбе с иным мышлением. Вместо того, чтобы терпеть поражение от масштабов проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы знаем, что Бог с нами, сражается за нас, и через Него мы победим. И помните, что это не означает, что мы не столкнемся с проблемами или что наша вера не будет проверена. Это означает, что в нашей борьбе у нас есть неиссякаемый источник силы, неисчерпаемый источник силы и обещание верной победы. Жизнь в силе, которую дает Бог, оказывает огромное влияние на наши отношения с другими. Это заставляет нас выйти за пределы наших возможностей и действовать с состраданием, смелостью и убежденностью. Когда мы почувствуем силу Божию в своей жизни, у нас появится мотивация быть представителями Его любви и благодати в окружающем нас мире. Наша битва, которая считается нашей собственной битвой, становится возможностью засвидетельствовать о силе Бога и дать надежду другим, кто сталкивается с аналогичными проблемами. И посмотрим, чтобы Бог наш не изменился и не погиб. Его милосердие и верность – наши постоянные спутники во всех ситуациях. Чтобы понять, что Он для нас, мы должны понять Его характер. Бог не похож на людей, которые дают обещания только для того, чтобы нарушить их, когда обстоятельства изменятся. Его обещание не колеблется, как Он.
Когда Он отдал себя быть с нами, Он имел в виду навсегда. Эта уверенность позволяет нам верить, что Он с нами, и встречать сомнения и проблемы жизни со спокойствием и духом, потому что мы знаем, что все, с чем мы сталкиваемся, это не помощь Божия, это необходимо потрясти. Жизнь с осознанием того, что Бог никогда не оставит нас, меняет наш подход ко всем аспектам нашей жизни. Это позволяет нам делать смелые шаги веры, мечтать о многом и следовать Божьей судьбе, не опасаясь быть отвергнутыми. Во времена сомнений, войны или праздника давайте помнить, наш Бог никогда не оставит нас. Позвольте нам донести до вас обнадеживающую истину, лежащую в основе нашего послания: Бог рядом с вами. Итак, будьте тверды в Господе, Он никогда не оставит тебя. Ты никогда не будешь гулять один, Господь стоит рядом с вами как верный наставник, предлагая свою силу, любовь и поддержку. Пусть эти знания наполнят вас смелостью и надеждой, когда вы столкнетесь с жизненными трудностями не только стойко, но и успешно. Теперь всем, кто слышит мой голос, помолимся Господу. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы получили все благословения этой молитвы. Помолимся Богу милостивому и любящему, Отцу нашему Небесному, всемогущему Богу, я прихожу к Тебе с сердцем, полным благодарности и хвалы. Я верю в Твое величие и в Твою власть над всем творением. Ты — вечная скала, царь королей, Господь лордов, достойный всякой славы, чести и хвалы. Твоя сила неизмерима, Твоя мудрость и любовь безграничны. Я поклоняюсь Тебе, Господи, ибо Ты мой великий защитник, мой Спаситель и моя сила. Господь, я благодарю Тебя за дар жизни и благословения, которые Ты излил в мою жизнь и жизнь моих близких. Я благодарен за Твою милость, которая обновляется каждое утро, и за благодать, которая поддерживает меня. Спасибо, что неустанно были рядом и прошли со мной через все испытания и невзгоды. Господи, я прошу у Тебя прощения, но в тот раз я не удостоился Твоей чести. Я также предпочитаю прощать тех, кто обидел меня, отпуская гнев и обиду в своем сердце. Очисти меня, Господи, обнови меня духом истины внутри меня. Отец, я держусь Твоего обещания, я черпаю силу из Твоих слов. Я свидетельствую во имя Иисуса, что никакое оружие, приготовленное против меня, не одолеет. Я запретил духу страха, сомнения. Ваше желание и ваше чудо, чтобы я мог насладиться раем на земле, я мог пересечь мир с вашим благословением. Вот что я делаю, когда обнаруживаю, что истинная религия, подобная вашей, предназначена только для меня. Честно говоря, когда ты служишь мне всем своим умом и душой, мне нравится твоя мужественная молитва, и именно так ты отвечаешь каждый день. У меня есть для вас особое послание каждый день, однако я каждый день один и тот же. Каждый день будет приносить ситуацию насилия, которая не является публичной, но моя любовь покроет тебя, и она не изменится. Прежде чем ты займешься своими повседневными делами, мне нужно сказать тебе, что я очень тебя люблю, но хочу услышать твое мнение. Дорогой Иисус, я хочу увидеть, как ты это докажешь, и могу ответить, что тоже люблю тебя. В эти 12 месяцев я буду благословлять вас, процветать и убирать все разочарования из вашего образа жизни. Я могу исцелить вас чистыми словами надежды от меланхолии, терзающей вашу душу.
Я могу поместить в ваш разум мысли о жизни, они будут гореть, как светильник. Я должен изменить твой образ мышления. Я с вами давно общаюсь, а вы так и не определились с некоторыми вариантами, которые я вам задал. Но не расстраивайтесь. Здесь я незаконно вмешиваюсь в ваше существование. Я могу исправить ваши пути и воскресить вас в святых делах. Я могу направить ваш путь в правильном направлении, устранить препятствия, мешающие вашему росту, и увести вас от плохих дружеских отношений. Я могу открыть тебе глаза, чтобы увидеть твое предательство, того, кто утверждает, что любит тебя. Я удалю отношения, которые ранят твою душу. В свободное время ты дашь мне первое место. Вы не можете заполнить Вселенную своим одиночеством. Моей благодати достаточно для тебя. Я могу разрушить зависимость от людей, которые причинили вам боль, сделав ваши глаза пустыми, чтобы вы помнили, что для достижения успеха вам не нужны разрушительные вещи. Вы плывите по течению своей страны с силой и пониманием, которые я могу вам дать. Вы должны быть полны решимости висеть у моих ног независимо от своих недостатков. Вот ты здесь, и ты не можешь уйти сейчас. В отличие от людей, которые думают, что у них никогда не будет шанса. Вы хотите сохранить его, и я здесь, чтобы помочь вам. Не бойтесь больше, снова оставь больной желудок. Вам не нужно быть слабым. Пришло время торговать правильным предметом. И если в вашу жизнь придет новый кризис, не паникуйте. Я могу обработать энергию, которую вы хотите организовать для всех благословений, которые встретятся на вашем пути. Ваша семья может быть благословенной, закрытой и славной. Аминь. Если вы хотите, чтобы это послание принесло утешение и веру другим, я приглашаю вас поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Вместе мы сможем донести послание молитвы, любви и страсти до людей, которые действительно этого хотят. Моя воля – ничто, дитя, и ничто не может остановить ее. Если вы собираетесь путешествовать дальше, делайте это с желанием и молитвой. Я уже дал вам всем понять, что люблю вас, помогаю вам, и мне нужно вас защищать. Что бы вы ни делали сейчас, делайте это изо всех сил. А если ты потеряешь силы, я смогу быть с тобой и помочь в трудную минуту. Не бойтесь высказываться и задавать мне правильный вопрос. Если вам нужно добавить, подарить или поделиться, я обычно сообщаю вам, что мне нужно благословить вас и что-то дать. Все, что ты делаешь, чтобы выжить, медленно оказывается у меня на пальцах. И если ты чувствуешь, что не можешь идти дальше, встань ко мне на ноги и заплачь. Если вас не интересуют страдания, вокруг вас происходят трудные и болезненные проблемы. Но силой моих слов и благодатью моей любви я могу защитить тебя и полностью утешить твое сердце. Не пропустите этот пост, оставайся здесь и плати проценты до тех пор. Не позволяйте другим отвлекающим факторам наполнять ваше сердце осуждением и разочарованием. Это может быть испытанием на выносливость. Мне нужно спросить, сможешь ли ты сосредоточиться, обрести богатство и повиноваться этому святому слову, которое я возложу на твою душу. Если ты просыпаешься каждый день, приходи и плати мне водой. Я понимаю, что ты проходишь через множество испытаний, и иногда у тебя нет сил думать.
Однако при этом вам нужно постараться проявить смелость. Слово молитвы может исцелить вас, укрепить, освободить и обогатить вас прямо сейчас. Это можно сделать удаленно. Сегодня я решил, что буду всем сердцем напоминать вам, что могу изменить вас своей любовью, своей нежностью, своей силой, своими наставлениями и своим руководством. Я могу превратить это трудное время во время, полное радости и благословений. Ты важен для меня и многих людей, даже если другие не ценят и не знают твоей любви. Я вижу ваши усилия и понимаю вашу приверженность безусловной любви. Все, что вы с ними делаете, я записал в своей книге. Я о вас, и у вас есть много свидетелей сверху и снизу. Ангелы-воины готовы сражаться в битвах, побеждать врагов и устранять препятствия со своего пути. Есть люди, которые любят вас и молятся за вас, ваше имя упоминается передо мной каждый день. Я отдал свою жизнь, чтобы вы могли найти спасение, свободу и мир в страданиях и радости. В ближайшие дни я покажу силу своей крови, чтобы принести благословение вашей семье. Я хочу помочь вам, но я также хочу видеть ваши отношения и желание двигаться вперед. Пообещай мне, что примешь мои слова. Пообещай, что будешь возвращаться и слушать меня каждое утро. Широко откройте глаза, обратите внимание, и мало-помалу вы увидите вокруг себя новые и красивые вещи. Пришло время вам узнать, кто я, и прийти ко мне всем своим сердцем. Я вам очень благодарен, я даю тебе руку принять это. Я могу изменить твою жизнь. Я обещаю вам, что вы получите то, о чем просили. Ты всегда веришь в меня, ты веришь, что на все твои молитвы будет дан ответ во имя Иисуса. Я хочу сказать вам, что время изобилия, открытого неба и благословения – это отличный способ наполнить каждую часть вашей жизни и вашего дома. Дай Бог вам и вашей семье мира и счастья. Все это возможно для тех, кто верит в меня, хранит мои слова в своем сердце и надеется на благословение, не отступая. Я прошу вас понять, что вы должны быть настойчивы и терпеливы, жизнь требует времени, чтобы развиваться. Жизнь длится 9 месяцев до рождения, семя должно упасть в плодородную почву, разбиться и трансформироваться, прежде чем оно сможет расти и расти. Ваши благословения также драгоценны и могущественны. Все требуют усилий и времени, чтобы приспособиться к вашим предпочтениям. Я понимаю и ценю вас, и это мое желание. Не сдавайтесь, не спуская глаз с неба, идя медленно, вы обязательно покинете свое место. Не бойтесь перемен. Господь, я молюсь, чтобы в моей жизни увеличились вера, надежда и любовь. Дай мне силы быть сильным в Тебе и в Твоей могучей силе. Наполни меня мудростью, мужеством и силой, чтобы противостоять жизненным битвам, зная, что победа за Тобой. Я повелеваю исцелением моего тела, разума и духа во имя Иисуса. Я прошу Тебя исцелить моих близких, всемогущий Бог. Я сопротивляюсь всем нападкам врага, молюсь против болезней, скорби, безденежия и раздоров. Я ищу защиты для себя и своих близких, прошу вас оградить нас от всех опасностей и направить наш путь. Благослови нас, Отец, своей благодатью и миром, и позволь Твоей исцеляющей руке коснуться всех областей нашей жизни, которые нуждаются в восстановлении. Когда я молюсь этой молитвой, слушая всех, я благодарен за все сердца, которые открыты для вас прямо сейчас.
Мы в мире, мы едины в вере, когда молимся друг за друга. Укрепи нас, Господь, чтобы мы с благодатью преодолевали все трудности и шли своим путем. Наполни нас своим Святым Духом, направь нас ко всей истине и дай нам силу жить благородной жизнью. Благослови нас, Господи, своим присутствием. Пусть мы обретем глубокий мир, радость и изобильную любовь. Защити нас от ловушек врага, и да пребудет с нами рука Твоя. Мы заявляем, что Ты, Господь нашей жизни, мы требуем победы во всех битвах, исцеления от всех ран и болезней и обеспечения всех нужд. Да будет воля Твоя в жизни нашей и близких моих, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Благодарю Тебя, Господь, за то, что услышал и ответил на мою молитву во могущественное имя Иисуса. Аминь.